Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину и узнаем, кто сейчас в его сердце. Если тема вам интересна, присоединяйтесь, загадайте на мужчину и давайте вместе смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы так, кто сейчас в его сердце? Кстати, очень скрытный мужчина. Очень скрытный. Такое впечатление, что он вообще никому не доверяет. Ни мыслей, ни чувств. Такой подозрительный, я бы даже сказала. Так, вот он вышел сам. Мужчина, кстати, крепко на ногах стоит. Крепко, либо привык крепко стоять на ногах. Ну, либо это его цель, да, цель его стремления. Крепко стать на ноги. Может быть, проблема у него с этим в данный период времени. В голове у него какая-то поездка. Поездка, причем, ну, не знаю, командировка, переезд, может, эмиграцию даже думает. Вот куда-то ему хочется уехать, либо ему куда-то нужно ехать. И он прямо об этом постоянно думает. С одной стороны, ну, как бы надо, хочется, а с другой стороны, страшновато. Страшновато. Что-то его поездка это немножко пугает. Так, какая-то особа рядом с этим мужчиной крутится, вульгарной наружности. Женщина, ну, явно гулящая и еще, возможно, как, не знаю, пьющая, да, может, она любит выпить. Женщина как триггер, как соблазнитель, как искуситель. И вот как будто бы она его даже, не знаю, к чему-то подталкивает нехорошему. Угу. Либо нехорошее советует, либо какое-то направление ему неверное дает. Знаете, такое впечатление, что она его от хорошего отговаривает, отталкивает, а вот в плохое она прям его заталкивает, запихивает и, ну, вот, говорит ему, да, у тебя нет других вариантов, иди туда, там, где плохо. У него какие-то очень корыстные, коварные мысли в голове относительно этого мужчины. Я не могу сказать, что он прям ей тут верит, доверяет, но она очень хитрая, и она умеет уговаривать, либо умеет пользоваться моментом. Ну вот, я бы сказала, что она опасная, эта женщина. Опять же, это может быть какая-то соперница, это может быть его, там, не знаю, сожительница, это может быть его мама. Да? Может, запросто девочки. Она очень нечестная и очень такая черная прям не выходит. Душа у нее черная, мысли у нее черные. Вот, она может этому мужчине навредить, либо подтолкнуть его к каким-то неверным шагам и поступкам. Опасная женщина, очень опасная. Так, что касается вас. Ну, вы здесь у него в голове идете как какая-то невероятно красивая, необычная, экзотическая птичка. С одной стороны, он вами восхищается, любуется, к вам тянется, а с другой стороны, он не ощущает себя вполне, как, знаете, вправе, либо как достойным вас. Ему вот кажется, что вы в нем разочаруетесь, когда вы поймете, что он обычный смертный, что ничего там у него там сверхвыдающегося нет, там ни в кармане, ни в трусах, что вы там от него отвернетесь и не захотите с ним. Но вы его очень маните, вы его очень привлекаете. Почему-то вы ему сейчас как недоступная вышли. То есть либо доступа к вам нет, либо у вас отношения еще не того уровня, чтобы он мог вам, ну, скажем так, признаться в своих чувствах. Так, ну, вернее, его к вам очень тянет, прям очень тянет. Ему хотелось бы найти ключик от вашего сердца, от вашей души. Хотелось бы побольше о вас знать и иметь возможности, вот, как, не знаю, общаться, узнавать, про себя рассказывать. Да? Вот этого ему хочется. Ему хочется встречаться, ему хочется свиданий с вами. Очень хочется. Но почему-то это сейчас невозможно.
просто невозможно. Если вы с этим мужчиной общаетесь в интернете, ну, девочки, я не знаю, возможно, вы какую-то тактику поведения выбрали, что вы про себя прям ничего не рассказываете, а он в этом нуждается. Он не понимает, как ему реагировать. Он не понимает, насколько он вам интересен, насколько вы готовы, там, не знаю, с ним делиться, общаться, там, встречаться. Вот. Здесь нужно что-то пересмотреть. И если вы на расстоянии, ну так случилось, что вы разъехались, там, в разных городах проживаете, то он прям, ну, страдает от того, что между вами расстояние, от того, что он не может быть рядом, не может вот как ухаживать за вами. Очень страдает. Так, сердце. Ну, сердце у мужчины какое-то раненое вышло. Что-то прям болька какая-то у него в сердце. Этот мужчина, он либо пережил какую-то потерю, ну вот кто-то из близких мог погибнуть, либо что-то нехорошее с мужчиной произошло, да, может быть, какие-то неприятности большие, он как разочарованный вышел. У него сердце, вот знаете, как в дырочках, поколотое, побитое, кровоточащее. Но обычно так бывает, да, либо если человек кого-то потерял, да, человек ушел из жизни, там родственник, допустим, если человек пережил большой стресс, большие потрясения, разочарования, и также это может говорить о том, что, в принципе, да, есть сердечные проблемы, то есть именно здоровье, да, здоровье. Так. Но это сегодняшний прям день, да, здесь и сейчас. Вот такое страдальческое сердце вышло. Что касается, если там женщина в сердце, честно, я не вижу. Я не вижу, чтобы прям какая-то любовь сверхъестественная у него в сердце была. Нет, такого нет. Скорее вот сердце тянется. И тянется в правую сторону. Сердце тянется к вам. То есть здесь это говорит о том, что есть влюбленность, есть живой интерес не вот этой другой плохой женщиной, а именно вами. То есть его сердце просит вас, да, просит общения с вами. И смотрите, именно вы, как женщина, как человек, вызываете трепет в его сердце. Я бы сказала, что этот человек на пороге любви к вам. То есть у него сейчас влюбленность, у него сейчас очень острый интерес, даже потребность в том, чтобы быть с вами и общаться. Но это еще не сама любовь. Не сама. Возможно, он еще не отошел от каких-то прошлых отношений, либо у него в жизни какие-то были потрясения. Вот, как не отошел, да, не готов еще прям открыть сердце и впустить любовь. Но интерес, желание, влюбленность именно к вам идет. Вот когда он думает о вас, вы ведь не только райской птичкой выходите, над вами колечко выходит. То есть, когда он думает о вас, он думает в ключе вот будущего, да, вот с кем бы я хотел связать свою жизнь, да, либо вот с этой женщиной я бы связал свою жизнь, только надо узнать ее получше. Да, без 5 минут любящий, вот так, влюбленный, без 5 минут любящий, вот так мне идет. Так, если этот мужчина не свободный, да, у кого-то и так отыграется, то там прям чернуха, там ужас происходит. Может быть, это его женщина отбила у него желание, да, любить. И из-за этой женщины он закрыл свое сердце. Так может быть. Но там между ними точно ничего не происходит. Вот хорошего ничего не происходит. В плане там семья, дружба, любовь. Этого нет. Нет, он как там на привязи, как собачка на цепочке сидит, да, все пытается на волю вырваться. Но, к сожалению, цепь очень толстая, и у него не хватает возможностей, сил не хватает, да, с этой цепи сорваться. Отпустит, не отпустит, честно не скажу. Может быть, ему одному сил не хватает от нее вырваться. Вот если бы вы вдвоем были, да, силы бы ваши удвоились, и тогда бы получилось. Но то, что он там несчастливый, то, что там все очень плохо, это я вижу. Так, а если это ваш мужчина, да, которые вот прям поругались, расстались, какая-то пауза между вами, это тоже может быть. Например, там подженился на какой-нибудь распутной девице, то он уже ее видит. Он видит, что она недостойная, что она вообще прям, ну, гулящая, там, не знаю, пьющая. Очень она нехорошая. Вот прям истинную суть он увидал. Теперь он думает о вас и думает: Господи, зачем же я кольцо сломал?
Ведь моя женщина, она же просто мечта. Мечта, она идеальная. И тогда эта лодочка, это дорога к вам. Он хотел бы к вам вернуться. Опять быть счастливым, стоять крепко на ногах. Поэтому сердце раненое. Как, знаете, простить себя не может, что он, ой, повелся на всякие сиськи-письки. А теперь что с этим делать, да? Как все назад отмотать, исправить? Так, ну, мужчинке нелегко. Девочки, давайте так, я предлагаю чуть попозже, да, может быть, через пару дней сделать еще раз такую отсыпку. Может быть, он успокоится, возьмет себя в руки, там уже просмотрим, кто у него на самом деле в сердце. Сейчас, вот честно говорю, закрыл. Он показывает только раны. Раны, замок, и говорит, нет, я закрыл, сердце не, ну, сердце мое недоступно. Голову показал, окей, спасибо. Основные мотивы показал, но не более. Может быть, состояние у него сейчас нехорошее. Может, действительно у него там сердце болит, да, либо он спит в данный период времени. Там, сны ему нехорошие снятся. Но, еще раз повторюсь, да, он о вас постоянно думает. И вот вы для него экзотика и кольцо с вами. То есть мечта, звездочка, его желание. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.